Всем привет, дорогие друзья! Это программа Тува Лайф Ток. Меня зовут Анастасия Быкова. Сегодня у нас в гостях Демирак Мангуш. Демирак Мангуш – оперная певица, сопрано, лауреат международных конкурсов, солистка Тувинской государственной филармонии имени Халилова, выпускница Новосибирской госконсерватории имени Глинки. Демирак гастролировала по России и за рубежом, сотрудничала с разными дирижерами и оркестрами, вплоть до выступления с президентским симфоническим оркестром Турции. Автор музыкально-образовательного проекта «Я верю», в рамках которого проходят мастер-классы и концерты с участием приглашенных мастеров. Привет, Демирак. Привет. Расскажи, пожалуйста, про сольный концерт, который состоится в феврале. Как проходит подготовка, как у тебя вообще состояние, настроение перед этим концертом? Ну, подготовка к концерту, конечно же, это такая очень ответственная работа, и обычно она начинается задолго до, то есть, и, конечно же, концертная программа, она подбирается тщательно. В этот раз я хочу сделать такую необычную программу. Что это значит? Я хочу спеть знаменитые произведения из кино, то есть из советских фильмов, то есть будет такой уклон. Потому что в последнее время мы стали забывать о тех великих произведениях, о любви, о чистой любви, да, о такой искренней. И вот это вот все куда-то уходит. Мы перестали смотреть старые фильмы, и мне хочется вот сделать такой уклон в репертуаре на данном концерте. А ты сама выбираешь, что ты будешь исполнять? Ну, конечно же, это все обсуждается с худруком, конечно же, и мы это все обсуждаем, и идея ему понравилась, и думаю, что мы осуществим такую программу, потому что хочется, это День Святого Валентина, кстати, 14 февраля будет концерт, и первый блок, да, первое отделение, это из советских фильмов будут исполнены знаменитые произведения, песни, там «Мир без любимого», «Позвони мне, позвони», то есть хочется это все с оркестром сделать, и мне кажется, будет здорово. А второе отделение, это будет уже знаменитые, опять же, произведения из мюзиклов, там, из «Красавицы и чудовище», будет дуэт прекрасный. Ну вот в этом плане произведения. Современная классика. От тебя, в общем, зрители ждет некий сюрприз, то, что они еще не слышали в твоем исполнении. Да, ну, конечно же, есть номера, которые вот я уже исполняла, буквально 2 номера, да, там, которые вот на сегодняшний день уже исполняются, но почему такая программа, да, опять же, вот я всегда, когда готовлюсь к концерту, всегда хочу, чтобы программа концерта, она была цельная, то есть не так, что 2 песни там спели о чем-то, 2 песни о чем-то, там 1 ария, 2 романса, остальные песни и так далее, нет. Это концерт, посвященный Дню влюбленных, и, соответственно, мы поем о любви, целый концерт, вся программа. Концепция, да, любовь. Концепция, да, общая концепция концерта, и думаю, людям это будет интересно, поскольку русскоязычному зрителю зачастую некуда ходить, то есть очень мало площадок, куда они бы могли ходить, а я всегда поддерживаю, вот, поэтому, ну, вот такая вот программа интересная. Расскажи, пожалуйста, практически всю свою сознательную жизнь, верно я сейчас говорю или нет, поправь меня, если нет, всю свою сознательную жизнь ты поешь. Ну, то есть, да, твоя жизнь связана с музыкой. Всегда ли ты предполагала, что так будет? Ну, вот с самого детства или
Да, вот когда к поняла. тебе пришло это осознание? Нет, конечно, потому что я мечтала стать следователем, я до сих пор об этом мечтаю. Прекрасно. Очень люблю детективы, очень люблю, да, вот такие вот истории. Но, знаете, сложно так сказать, просто я в детстве, конечно же, хотела петь, я закулисный ребенок, то есть у меня мама долгие годы проработала в театре, она не артистка, она работала в зрительной службе, и все равно, ну как бы я росла с артистами, да, я это все видела и восхищалась. Но такого желания прям сильного, чтобы быть артисткой, ну, у меня не было. И помню, в Чадане, когда я училась, все время хотелось петь, куда-то ходила, прослушивалась там, на конкурсах пела. Ну, особых таких успехов у меня не было никогда. Ну, что-то не получалось. Вот. Но где-то в лет 16-15, по-моему, я уже подумала, что надо серьезно заняться музыкой, потому что, в принципе, задатки были, и это все, конечно же, такое вот решение, хотя оно маме вообще не понравилось, она не очень хотела, чтобы я была артисткой, потому что почему? Это такая профессия, там, безденежная, как жить, на что, потому что, в те времена все как-то думали стать там Врачами, врачами, да, учителями, полицейскими, да, в то время, конечно, была милиция, вот, но, да, такой был выбор, но все-таки я рада, что я вот в данном направлении развиваюсь и работаю, хотя это осознание, опять же, пришло вот даже совсем недавно, помню, в 2020 году буквально я, потому что все время было, кажется, может быть, еще не поздно, может быть, еще что-то поменять в своей жизни. Не поздно уйти в другое направление, да? Потому что все-таки академическое направление, оперное искусство, да, оно непростое, оно сложное, есть определенные ограничения. Это вот каждый день занятия, постоянно развиваться, постоянно учиться. И, конечно, это все время. У меня дети, поэтому... А сколько у тебя детей? У меня 2 детей. Вот. В ущерб иногда, да, в ущерб семье, в ущерб воспитанию своих детей приходится ездить, учиться, но, слава богу, уже дети так подросли, и все понимают, и я уже нашла такую вот гармонию внутри себя, потому что, конечно же, задавалась многими вопросами, а может не стоит, а может уйти. Ты имеешь в виду, что если бы ты, например, поменяла направление своей деятельности, какую-то другую профессию, может быть, освоила, у тебя были бы хотя бы выходные дни, да? А здесь нет, да, такого? Тут даже дело не в выходных и в занятости, а в том, что у меня были определенные сложности. Это потеря голоса, это на фоне личных, да, переживаний, да. И плюс, с педагогом у меня были некоторые непонятки, и, конечно же, у нас все влияет на голос элементарно, да, там солнышко, пасмурная погода, или там перегрелась, и что-то не то съела, это все равно оставляет некий такой дискомфорт в голосе, а когда уже стресс, это, конечно же, человек просто может потерять голос, и вот у меня был такой период в жизни. И, конечно же, это все как бы заставляло задумываться, потому что, был у тебя голос вчера, завтра его нет, и ты думаешь, все, да, как бы это уже, слава богу, это все уже прошло. Но тут как долго вот длилось вот это? Год-полтора, это еще, видите, на восстановление еще время уходит. То есть, получается, год ты не выступала? Я не выступала, да. Не пела, только восстанавливалась? Да. Это серьезный стресс для артиста. Это серьезный стресс, да. А как ты психологически с этим справлялась? Ой, это все, видите, получается, даже до 2020 года, вот именно 2020 год, он стал таким переломным моментом, в творчестве, да, в моем осознании, вообще в познании, так скажем. Помню, иногда, когда мы сравниваем себя, да, с другими людьми, мы можем себя недооценивать, то есть мы начинаем себя даже обесценивать, свои достижения,
Да, зачастую мы и обесцениваем себя, когда сравниваем. И вот это год, когда я как раз-таки, наверное, поняла, что это неправильно. Все равно, когда сравнивать. Сравнивать. Все равно, когда ты находишься в каком-то окружении, а я все время езжу, я не стараюсь сидеть в одном месте, потому что я знаю, что для вокалиста, если он никуда не выезжает, это уже как бы ты падаешь, да? Да, а почему? Потому что здесь, видите, я скажу честно, здесь нет конкуренции, будем честными, да, вот в нашем направлении нет конкуренции. А человеку, чтобы расти, всегда надо на кого-то равняться, на кого-то смотреть, с кем-то соревноваться. А кого-то, в общем, подумать, да. И должна быть некое вот движение постоянное, потому что нет предела совершенства, как говорят, да, и надо все время расти. Тем более, что спортсмен, если он раз пропустил, да, там спортзал 2 раза пропустил, уже мышцы болят, уже как-то тяжеловато. И у нас также не занимаешься, а потом долгий перерыв, потом приходишь, поешь, у тебя же голос устал, уже уже хриплый такой голос. Это те же самые мышцы, над которыми надо каждый день работать. И поэтому как раз тогда был период пандемии. Я успела, кстати, сделать большой сольный концерт рок-оперы. Это был такой экспериментальный проект в театре. Буквально 4 марта я делала, потом, по-моему, где-то 9 числа уже все закрылось. Да. И потом я уехала в Москву, потому что, не было смысла сидеть. Пандемия, нас распустили, И я уехала, занималась, работала над собой. Потом подала заявку на мастер-классы Ильдара Абдразакова. И заявка моя прошла, меня пригласили. И вот в Москве, когда я обучалась, смотрела на других ребят и вообще получила такой колоссальный вообще опыт, такой багаж, что заставил меня вообще пересмотреть все, почти все, потому что в принципе, переоценить и вообще куда двигаться дальше, стоит ли остаться, потому что в принципе мне было предложено остаться в Москве. После мастер-классов. Всем так интересно, вот те, кто смотрел, да, эти мастер-классы, мои знакомые, а что он тебе потом сказал? Он же сказал тебе подождать, что он тебе сказал? Он же потом тебе подходил. Есть такой момент видео, и действительно было так, я вышла, стояла в коридоре, ждала, потому что мне сказали, вы не уходите, вы подождите. Я, видела, конечно, Абдразакова по телевизору, там на концертах, и, вот так вот, чтобы прям рядом стоять, никогда такого не было, и тут ко мне подходит вообще такой прям высокий, такой прекрасный мужчина, лучший бас мира, признанный. Говорит, если такой голос мир не услышит, это будет очень жаль. Это потеря для мира, да? Это я такая, для меня это, конечно, было очень... Лестно. Да, говорит, надо что-то делать, у вас голос хороший, техники не хватает, школы не хватает, надо доучиться, надо доработать. Если вы можете, говорит, вы можете, найдите время и останьтесь год, вам год хватит. Потом это обдумывание, как у меня это дети. же такая пища для размышлений. Это же, если кому-то, такой шанс выпал, я думаю, что мои однокурсницы даже, коллеги, они вообще даже не будут думать сразу, все, мы остаемся там. А тут мне наглости хватило, такая думаю, я подумаю, можно Да, потом все-таки, конечно же, выбор был сделан в пользу детей, потому что год забрать детей я, соответственно, не могу, а год без детей это все-таки безответственно, и все-таки видимо, во мне больше семейного, материнского, нежели такой чисто карьера, и все-таки. Дальше я кстати, поехала в Питер, в Питере тоже я 2 месяца, по-моему, пробыла, там тоже сделала концерт в культурном центре Елены Образцовой, удалось и познакомилась тоже с людьми, поработала с разными концертмейстерами, коучами и
так скажем, набралась опыта и вот благополучно приехала и продолжила как бы работать. Ну, такие поездки не дают прям много эмоций. Драйва, энергии, чтобы дальше что-то творить и делать. Ну вот скажи честно, вот положа руку на сердце, было ли у тебя такое вот маленький 0,1% сомнения, что все-таки нужно было согласиться? Да, конечно. Поэтому это было тяжело, это было очень тяжелое решение. Помню, я советовалась с мамой, был такой откровенный разговор. Я обращалась впервые к психологу тогда, и в принципе, имея какие-то достатки, да, почему я не могу сделать такой прям серьезный шаг, там, остаться, все бросить, все оставить. Вот, были такие и слезы, и вообще там я закрылась в гостинице, помню, в Москве на 2 дня, и вот это вот. Но это надо было пережить. И почему-то я потом уезжала уже с такой легкой душой, и дальше я уже не возвращалась, я уехала в Петербург. Вот скажи, какие главные осознания тебе тогда пришли? Вот 2 дня ты просидела, обдумывая это все. Ну, смотрите, самое первое, вот, что я для себя определяю, да, что дети мои, они не мамины, они не моих родственников. Я и так, когда я училась в колледже, у меня был маленький ребенок, и можно я поблагодарю свою бабушку? Да, я никогда не благодарила свою бабушку на камеру, кстати, хотя я очень много давала интервью. И я хочу сказать огромное спасибо своей бабушке. Благодаря ей у меня есть дипломы, у меня есть образование, потому что у меня были маленькие дети. И с первым ребенком она с 3 месяцев воспитывала сына. Потом со вторым ребенком я опять же училась в консерватории, и у меня вот бабушка все время рядом была. И, конечно же, это огромная благодарность, потому что мама работала в театре, ей как бы было некогда. И уже как-то вот совестно, честно говоря, совестно было и детей оставлять, постоянно где-то учиться, куда-то ездить, причем надолго. А год для меня он был прям... Плюс в Москве у меня нет родственников, нет знакомых, и пойти куда-то у кого-то что-то попросить, для меня это тоже очень как бы сложно. Был у меня один такой шаг. Когда я закончила колледж, тогда, помню, были места в Московскую консерваторию. И я пришла, я закончила с красным дипломом, заявилась. Так, для меня это было очень сложно сделать. Такая, прихожу, можно я тоже поеду по конкурсу, поучаствую в конкурсе, там, пройти. И мне говорят, ну, есть уже кандидаты, которые поедут. То есть уже есть люди, которые поедут. Но странно было, потому что раз это Московская консерватория, куда возьмут не каждого, все-таки это должен быть диплом, образование, там определенная программа, да, и так далее. И после этого как-то вот уже, ну, не очень я боюсь закрытых дверей, так скажем, стучаться. Опыт, да? Да, ну не все как-то вот могут, да, куда-то там сходить, с кем-то переговорить, что-то попросить. Но это все, не знаю, от характера может зависеть, от воспитания. Вот. Ну, мне это сложно дается. Хотя я стараюсь там иногда идти, договориться, записаться на прием, да. Вот. Иногда удается, иногда нет. Интересно, интересно. Это такая твоя зона роста, да, получается? Ну да. Точка роста, где можно чуточку стать более Я помню, открытой. Я записалась на прием к главе Шабану Валерьевичу в 19 году. Это был, я делала первый такой большой проект. Это был такой прорыв, наверное, в области академического вокального искусства в Туве, и мы организовывали концерт в театре. Было очень много препятствий. Я думаю, я пригласила большого мастера сцены из другого города. Такая думаю, что меня укусит, что ли, запишусь-ка я на прием. Но на прием я не попала, но я попала к заместителю председателя правительства, и, к счастью, у нас как бы все удалось, и все
прошло очень хорошо. Видишь, Иногда надо, есть и надо положительные результаты. Да. Хорошо. Ты чуть выше в нашей беседе ты сказала о том, что у нас здесь совершенно нет конкуренции. Предполагаю, Туву, да? В Туве нет. Ты единственная оперная певица? Ну, смотрите, есть, конечно, там, я оперная певица, да, люди говорят, там пишут, я оперный певец и так далее. Наверное, есть, но что это предполагает? Это не только наличие диплома, это опыт работы, опыт выступления на разных сценах, разного уровня, не только там в КЗЮ или где-то вот, в театре или где-то за пределами. Сейчас такое время, когда можно очень быстро, да, раскрутиться, там есть Инстаграм, социальные сети. Я начинала в то время, когда еще не было интернета, и в это время как раз-таки очень активно так поездила. И я оперная певица, ну что это говорит? Это о том, что ты участвовал в постановках, да, работал с дирижерами, с режиссерами. Вот сейчас у нас в консерватории, я, кстати, еще учусь на магистратуре, у нас идет подготовка к постановке оперы Моцарта. И в прошлом году, кстати, у меня был дебют в совместном проекте с Красноярским государственным институтом искусств имени Хворостовского. Тут ставили оперу «Свадьба Фигаро», опять же, Моцарта. Хотя изначально меня не было в этом проекте, там была задействована другая солистка, но вот она не смогла приехать, и буквально, так скажем, с одной репетиции за неделю вот просто влетела, вкатилась в этот проект, потому что выбора тоже не было, потому что там стоял вопрос целого региона, и надо было выручать, надо было постараться и выучить. И вот меня даже направили в Красноярск. Я в Красноярске готовилась, и потом уже приехала сюда. И здесь уже с тем составом, который приехал, я уже влилась. И вот, получается, выступала. И тут, наверное, кто такой оперный певец? Человек, который поет в опере. Но оперного театра у нас тоже нет. Да. Но бывают вот такие вот частные проекты оперные. У меня, к счастью, есть оперная студия в консерватории, где я имею возможность петь и выступать, и учить партии разные. Было много фестивалей, на которые я выезжала, и тоже работала с другими, да, нациями. Поэтому тут это все-таки больше вопрос в постановках. Не то, что опыт, ты академическим голосом поешь, это все-таки академическое вокальное искусство. А опера это все-таки синтез, это и театр, это и слово, это и музыка, это и танцы, то есть там уже все вместе. Вот. Но я вообще рада, что поездила, познакомилась с разными дирижерами, артистами. Вот в этом году в театре тоже планируется юбилейный концерт мой, 10-летний. И получится, не получится, но пока идут переговоры, я думаю, что наконец-то я смогу привести сюда своих друзей, с которыми вот я выступаю. Это вот с Казахстана и с Кыргызстана, вот 2 солистов. И если мы, конечно же, все договоримся, будет здорово, потому что мы уже не раз выступали. Последний раз вот в 2019 году в Стамбульской опере, Сурья опера называется, вот там мы пели тоже. Вот такие проекты, они помогают развиваться. А насколько вот тебе запомнился этот турецкий опыт, так назовем его? Турецкий опыт. Ну, там приезжают солисты с разных стран. И приезжают очень именитые солисты, и настолько простые, вообще классные. Это Айгуль Ниязова, ведущая солистка Астана опера, Джупар Габдуллина, она тоже мастер сцены, ее везде знают, она очень часто и в Италии, в Ласкало она тоже пела. Вот, и я
имела возможность еще у них поучиться, то есть мы еще и выступаем на сцене, но я еще, а вот тут как спеть, ну тут как, что скажете, да, вот, тем более все партии, они знают наизусть, много лет уже поют, и, конечно же, могут подсказать. Иногда достаточно даже одного занятия, чтобы решить проблему, которую вот ты не мог там какие-то годы, например, вот и приходит. Вот так вот бывает, и это такой большой, колоссальный опыт. И все-таки энергетика людей, оркестр, дирижер, ну это все такой прям багаж. Иногда я забываю об этом. Да, забываю, да. Вот, когда вспоминаешь? А когда вспоминаю, вот сейчас мне так приятно стало, я вспомнила. И оказывается, это вот недооцениваешь вот эти вот события, они как-то забываются, и ты уже как-то вот стираются из памяти. На самом деле они такие весомые. Господи, это так круто просто, это же классно. Вот, кстати, недавно еще выступала с Красноярским академическим симфоническим оркестром, с маэстро Ланде. Это тоже такой, это было такое счастье, потому что, я, конечно, даже не мечтала выступить с Ланде, который работал с самим Хворостовским и со многими знаменитостями. И было огромное волнение, большой оркестр. И, конечно же, когда они сюда приезжали на концерт, я сходила, посмотрела, вот, чтобы послушать сам оркестр и понять, просто вот приобщиться. Приобщиться. И, все прошло, так скажем, вообще здорово. Я очень счастлива, что имела возможность стоять на сцене Красноярской филармонии и выступить с таким оркестром, с маэстро. Это тоже дает огромный толчок и огромный опыт. И, конечно же, для портфолио это очень, значимо. Да. Весомый пунктик, да. Весомый пункт. С кем ты сотрудничаешь, с кем ты работаешь. Вот ты, когда взаимодействуешь с этими людьми, у вас же есть репетиции, да, то есть как бы ты же не только на концерте с ними. Чему ты учишься там в этот момент? Помимо профессиональных, я имею в виду вот что-то еще. Каждый дирижер, конечно же, у него очень такое специфическое видение всего. То есть, это же гениальные люди, у них совершенно другой взгляд на мир. Если мне предстоит познакомиться с дирижером, то я зачастую заранее читаю о нем. Но Ланде, конечно, я про него много знала, но тем не менее я, конечно же, изучала, посмотрела. Он славится очень жестким дирижером, очень таким суровый, да, суровый, по характеру. Да. Не знаю, он только улыбался. Я не знаю, где он был суровый, с ним было очень комфортно работать. Но это дисциплина, это вовремя быть готовой, распетой, разогретой, уметь быстро соображать в плане с такой-то цифры начинают, вот мне могут сказать, и зачастую вокалисты в таких местах могут не разбираться, потому что у нас отдельная вокальная партия, и в ней обычно нет оркестровой партии, но желательно всегда иметь. Вот с ним я это как раз-таки поняла, хотя это произведение я знаю хорошо, и в принципе я улавливала, когда он назвал там цифры, с 4-й цифры поем, там с 3-й, я понимала, откуда вступать и что, но желательно, конечно, при себе иметь партитуру всего произведения. Вот это вот я поняла, даже если ты знаешь. И бывают какие-то нюансы, которых ты раньше не замечал. И, например? Где-то может расширить, где-то может сузить, где-то на диминуэнда уйти. То есть это все то, как чувствует музыку еще дирижер, сверх того, как это написано композитором. И тут еще уметь отстаивать свое иногда мягко, корректно, убедительно. У тебя был такой эпизод? Да, я имела наглость сказать, хотя он сам спросил, Ланде сам спросил, как вам, комфортно, удобно, где тут, вот так, вот так. Я говорю, тут можно немного расширить, говорю, тут должно быть вот так вот благодатно, вот так вот. И
как бы, ну, хорошо, давайте попробуем. Ну, то есть это все здорово, когда люди могут вот как-то найти. Синергию вот эту, да? Да. Сотворчество такое. Ну, конечно, это очень волнительно, честно, волнительно, потому что, ну, это честь выступить с таким коллективом. А по поводу волнения, вот как ты с ним справлялась, договаривалась, что ты с ним делала? Ну, оно же в моменте все-таки мешает, да? Ну да, волнение, оно помогает перед выходом. То есть, каким образом? Он тебя бодрит, он дает некий такой кровоток, да, то есть ты тонус, да, ты в тонусе, а без него ты вялый, ты какой-то недособранный, и это все, ну, не очень. Но когда уже нога твоя вступила на сцену, надо уметь себя вот собрать, все убрать и выступать холодной головой, даже если ты поешь о великой любви, страдаешь и умираешь 500 раз, да, в голове у тебя четкий механизм и математика. Конечно, это все не всегда получается. Мы все живые люди, и тут уже вот как ты себя настроишь, и какие-то, ну, так-то все влияет, но надо вот отходить от всего этого и просто чисто настраиваться на вступление. Но это все, наверное, приходит с опытом. Ну, есть ли у тебя какая-то вот специальная настройка твоя персональная? Да нет, особо нет. Я всегда молюсь. У меня есть молитвы, мантры, читаю мантры. И все, по сути, каких-то медитаций, там чего-то у меня нет. Хотя надо бы. Вот последние годы я очень хочу прийти к медитации, пока это все как-то откладывается с одного дня на другой, но я думаю, что я к этому приду, потому что медитации, они помогают очистить ум и сконцентрировать твое внимание вот именно на то, что тебе действительно нужно. Я думаю, что когда ты выходишь на сцену, ты уже медитируешь. Это уже твоя медитация на самом деле. У тебя же такая мощная концентрация. Да, концентрация на сцене, это да. И у тебя абсолютно чистый ум. Ну, то есть у тебя нет там ничего, кроме того, на чем ты сконцентрирован. Вот бывают иногда. Это вот опять же зависит, не знаю, от дирижера тоже зависит, да, там настроение, не настроение. Где-то он может немного быстро пойти, где-то немного как-то медленно пойти. А репетировали вы в другом темпе, да, и потом ты такая подкрутила чуть-чуть. Да, быстро начинаешь там это, ну, да. Ну, всякое бывает. Так-то на сцене вообще всякое бывает. Зачастую зрители об этом, конечно же, не догадываются. Да, ну, безусловно, да. Но иногда мы такое творим на сцене. А на какой сцене тебе хотелось бы выступить? Ну вот о чем ты мечтаешь, о какой сцене, какой площадке? Ой, я, кстати, даже не задумывалась об этом. Очень, очень хороший вопрос. Я, да, не задумывалась об этом. Эксклюзив. Даже не знаю. Тут это очень такой вопрос. Ну, подумать, да. Но, знаешь, вот в октябре и в ноябре был такой период очень активный на поездке. В октябре я ездила в Новосибирск на фестиваль, первый сибирский фестиваль национальных культур, по-моему, национальная коллекция Сибири фестиваль назывался, и по идее там, ну, как бы должно быть, да, там народное пение, горловое пение, и тут организаторы вышли на нас. Я и Пелек Паву, вот мой супруг, и мы выступаем в дуэте, и они захотели вот именно нас. А мы такие, ну как, там национальная коллекция Сибири, и тут мы, а что, я говорю, а мы так-то поем вот академической манере, у нас более оперное направление. Они такие, да, мы в курсе, мы все просмотрели. Такая, ну ладно. И мы заказали песню «Тува Россия, мы едины», прям подготовились, приехали, и изначально
У нас то есть мы готовили совместный номер с сибирским хором. Это же огромный коллектив. Я их знаю, конечно же, и думаю, как мы будем солировать, сибирский хор, ну, будет хоровую партию петь, да, и такая думаю, а как мы вообще увяжемся, да? Я думала, ну, это невозможно, потому что это как-то было странно. Но нет, знаете, вот как от руководителя, как вообще зависит вот, знаете, внутренняя атмосфера коллектива. Первый день репетиции, вот мы зашли в аудиторию, нас встретили, мы зашли, и все сразу там хлопают, встают, и мы такие, выдохнули. Что происходит? Мы даже не начали, они так встречают. Это такой единый коллектив, единый организм, механизм вообще, и такой дружный коллектив. И Ольга там, хормейстера, с которым мы все время вот переписывались, как они начали играть, запели, и мы такие, вау, можно вот так вот сделать совместный номер, и это звучит классно. Это тоже был, и эта площадка, да, где мы не выступали. Такой, это эксперимент своего рода для тебя, да, был, да, прежде всего. Мы выступали в Доме культуры Евразия, и вот этот вот зритель, мы выступили, потом вышли, потому что ко мне пришла подруга с цветочком, она не успела подарить, и за мной пришли, я вышла к ней, и тут все толпой к нам фотографироваться, кто автограф просить. И столько было отзывов, ну, мы, конечно, были очень так, ничего себе, здорово, да, это все как бы... Это какой город? Это было неожиданно, это было в Новосибирске, вот буквально в октябре. Потому что очень сложно, когда академическим искусством завоевать зрителей, потому что это у нас, может быть, нас мало, да, и это всегда, о, вау, тувинцы поют классику, там, тувинцы танцуют балет и так далее. А там уже, где люди постоянно находятся, да, они ходят в театры, они очень такие образованные в этом плане люди и изощренные, да, зрители. И, конечно же, там даже был солист из театра, подходил к нам тоже, ну, молодцы, ребята, у кого учишься, там, где учился. Но это все здорово, это опять же дает тебе крылья взлететь и дальше творить. А потом вот после этого фестиваля мы там выступали вместе с Алтайкай, этот ансамбль, всемирно известный ансамбль, и там же руководитель ансамбля высказал свое восхищение и пригласил нас дальше в Горно-Алтайск принять участие на их фестивале, посвященном 25-летию ансамбля. И там мы уже познакомились и с коллегами с Монголии, и вот так вот все понеслось. И, конечно, это здорово, потому что очень ответственно, очень непросто все-таки исполнять классику вне Тувы, потому что слышен каждая вот шероховатость. Они же знают, кого как петь. Ага, Моцарта надо так петь, Россини так петь. Вот, и это такая вот двойная ответственность всегда. Но всегда приятно, когда оценивают. Конечно же, бывают какие-то, может быть, ну вот я же учусь там в консерватории, все равно, ну тут лучше вот так спеть, тут что-то добавить. У меня есть педагог, чему я очень рада и благодарна, потому что всем нужен педагог. И великие певцы, Елена Образцова, там, Лучано Паваротти, все учились петь, учились, занимались с концертмейстерами, с педагогами вот до последних дней. Вот, поэтому всегда нужно ухо, потому что вокал — это такое вот искусство, где ты себя не слышишь так, как слышат люди. Поэтому всегда нужно У тебя ухо. немножко искажается звук, да? Да. Если тебе кажется, что ты круто поешь, значит, ты не так круто поешь. Это интересно. Это очень интересно, потому что зачастую люди, вот это говорит о том, что голос остается в тебе. То есть, да,
ты не отдаешь голос в зал, не отправляешь в зал, а больше голос остается в тебе, и тебе так в кайф, у тебя так громко, ты такая прям это. А там, извините меня, по-другому уже. Несколько процентиков от того, что тут осталось-то, и как бы, да. А надо что? Надо учиться вот отдавать как бы все или надо что? Как технику, правильно? да, это вот анатомия, почему, да, вот вокалисты должны знать анатомию, строение, это все вот определенные пазухи, куда мы направляем звук. Ты ходишь в караоке? Хожу. В караоке я совсем другой репертуар пою. Вот. Все-таки, знаете, вот раньше я была немного такой скептического мнения, да, там какие-то другие виды искусства меня немного так, ну как, ну нет, там, потому что нас учили, вот я помню урок зарубежной музыкальной литературы, и был у нас такой педагог, вот оперные певцы — это избранные люди. Элита, да? Это элита, они представители божественного на земле. Вот. Вот такая, упс. И вот, а если все так будут думать? Это же страшно. Конечно, годами это все вот чистят, обучают этому там и так далее, но я пришла в последнее время, почему у меня был проект рок-оперы, вот, классика и рок? Потому что мне интересно. Я отдыхаю душой и сердцем, потому что классика, там концентрация, там прям поешь, там все надо, чтобы было, встало. Конечно же, ты этим тоже наслаждаешься, но иногда хочется вот чего-то вот такого. И рок, конечно же, это дает, а когда они соединяются, то получается вообще просто классно. И вот в 2020 году, когда мы вот этот вот проект делали, а потом же пошла вот рок-опера появилась, потом что-то еще вот эти вот рок-мюзиклы появились. Это здорово. Я часто, кстати, хожу в рок-клуб. Мне очень нравится там атмосфера, музыка, хотя она там супер громкая. Вначале было непривычно, но я уже там классно. А давай сейчас вот ворвемся. Вопрос, который до этого прозвучал по поводу площадки. Площадки, вот, да, все, я площадка ушла. мечты, так, или площадка-цель, вот что-то вот такое, вот знаешь, где бы ты себя могла увидеть, где бы ты себя могла представить, встроить вот туда. Что это? Ну, вообще, я свыклась с мыслью, что, по сути, я не мечтаю о какой-то там крутой карьере где-то. У меня нет мечты там спеть в Ласкало, в Ковент-Гардене, там, не знаю. Но Большой театр, не знаю, ну, в Мариинском театре я была, в Большом я, кстати, не была. В Мариинском театре я была и была на спектакле с моей любимой Анной Нетребко, это Евгений Онегин. И ну, в этой сцене я вполне себя вижу. Почему нет? Потому что, ну, отлично. Да. А почему нет? Ну, на самом деле, то, что ты можешь себе представить в голове, оно, значит, возможно и в жизни. Тут еще очень реально, поскольку было приглашение в молодежную труппу Мариинского театра, там у них есть академия, и им заведует Ванеев, вот оперный певец, и было приглашение в 2020 году, как раз-таки, когда я там была, я прослушалась у него, и вот меня приглашали обучаться, и это академия, в которой ты учишься и параллельно уже выступаешь на сцене Мариинского театра. То есть это как бы и в постановках участвуешь, и это все вполне реально. Но я думаю, знаете, у каждого своя судьба, так скажем, своя карма, и если человек правильно, чисто мыслит и правильно позиционирует как-то вот по жизни, да, находит свое направление, мне кажется, все вот возможно. На сегодняшний день у меня как таковых прям я хочу туда, тут сюда, как-то вот уже нет. Я, кажется, перешла вот этот вот период, когда я все горела, но это не значит, что я выгорела. Нет, я нашла вот какую-то гармонию наоборот. То есть я могу уже наслаждаться процессом,
быть довольной тем, что я имею, какие-то возможности. У меня все равно было очень много возможностей. То есть и выступать там с президентским симфоническим оркестром Турции, ну, да, это здорово. Я могу этим похвастаться и сказать, ну вот, я выступала с президентским симфоническим оркестром Турции. И да, почему нет? Там с Красноярским, да, там с Шахмаметьевым работала и так далее. А вот нет ощущения, когда ты довольствуешься тем, что есть, что ты как будто стоишь на месте? А вот я как раз никогда не стою на месте. В этом-то и суть, что чтобы не стоять на месте, я постоянно выезжаю на мастер-классы. Это дает рост, да. Потом я поступила на магистратуру, опять же, чтобы не стоять на месте, потому что у меня здесь нет педагога, а мне педагог нужен, и чтобы все время быть в действии, работать. Обучение мне дает очень много. Это и в педагогике, это и в психологии. Потом оперная студия, в которой я имею возможность работать с дирижером, с режиссером, да, с ребятами, взаимодействовать, учить новую партию. И умение вот быстро включиться в процесс да, работы, который вот показал как раз-таки с постановкой «Свадьбы Фигаро», потому что это был такой вызов самой себе: осилишь партию выучить за неделю, да, или вот не сможешь. Но там просто не стоял вопрос «не сможешь», потому что либо надо было сделать, либо с позором куда-то, потому что, понимаю, времени было мало, но люди понадеялись, я согласилась, и мне надо было это сделать. Конечно, до последнего я сомневалась, потому что у меня полноценная репетиция была только одна в день, и все. Но это был вообще адреналин, это был драйв такой, потому что ты только знакомишься с ребятами, ты только с ними контактируешь, а тебе петь какой-то кусок с кем-то, там с графом, да, у меня был кусок там с графиней, вот, с Керубина у меня очень много взаимодействий было. Это же надо уметь еще прочувствовать партнера. А как ты ему ответишь на диалоге, если ты не понимаешь, что происходит, как реагировать и вообще что петь? Это все тоже такой прям мозговой такой взрыв. Но работа не только здесь, но и здесь. Да, еще и координация. Так, мне надо ходить туда, сюда, там это отдать, так, цветы ей отдать, потом туда посмотреть, так это сделать. Ну, классно. Классно. Я вообще открыта любым проектам, мне это интересно. И нет, я не чувствую какого-то такого застоя. Вот застой как раз-таки я чувствовала вот в 2020 году, когда надо было решить. Либо я все оставляю и развиваюсь, либо я выбираю то и об этом не жалею. Но пока еще вот я не жалею. Это классно, да, это классно, что ты приняла решение и следуешь этому решению без каких-либо там сожалений. Ну да. А вот если вдруг так случится, ну просто пофантазируем, что это было в 20-м, это было 2, сейчас уже 23-й год, да, наступил. Если сейчас, вот в процессе, например, этого года, да, спустя 3 года, получается, ты снова получишь какое-то такое предложение, схоже вот с тем, вот сейчас какое будет решение? Сейчас будет решение, наверное, все-таки дальше развиваться. Я соглашусь, потому что все равно мы планируем переезд. Все-таки, да, у нас уже вот 1,5 года мы обсуждаем все-таки переезд, хотим переехать, хотим посмотреть, пожить. У меня вот сын скоро тоже будет заканчивать 9 класс, и мы уже рассматриваем какие-то варианты. И младший сын уже достаточно, 5 лет, его можно возить с собой. И поэтому... То есть тогда это просто было чуть-чуть ты не дозрела, чуть-чуть. Не дозрела, и выбор в пользу комфорта, выбор в пользу комфорта детей, потому что поскольку я училась и в Новосибирске, а дети были со мной, у меня вот старший сын поменял очень много школ,
куда я, туда он. Начинал учиться здесь, потом там, потом, когда я переехала сюда, работать сюда, потом обратно, потом в другую школу. И я помню, я с ним тоже обсуждала это, там переезд в Москву, развиваться и так далее. Мама говорит, давай ты сама. Я устала. Мне кажется, это очень сильно, да, повлияло на тебя? Да, пожалуйста. Но у меня нет друзей, говорит, у меня вообще нет стабильности. Я каждый раз, говорит, заново, и я устал. И он начал серьезно заниматься волейболом. И я подумала, ну это очень эгоистично. Все-таки я мать, и у меня есть определенные обязательства перед своими детьми. Они меня не просили, там, роди меня, что-то там. Да, то есть это такой был осознанный выбор, осознанные действия. И, конечно же, надо держать баланс. Потому что, я не хочу остаться без детей. Очень многие люди, да, вот остаются без детей, артисты, творческие люди, выбирая карьеру. Выбирая карьеру, они потом остаются. А что твоя карьера? Это мне показало, что сегодня у тебя голос есть, а завтра может его не быть. Да. И кому ты будешь нужен? Конечно, можно уйти там в преподавательство или куда-то, но все равно это голос у тебя есть сегодня. И всегда надо делать выбор в пользу семьи и детей. Для меня вот так вот. А вот по поводу голоса, есть что-то такое, что ты вот 100% делать не будешь, чтобы как раз-таки сохранить? Может как-то, я не знаю, там, что-то ты не пьешь, или как-то вот особо бережно как-то относишься? Да нет, я вообще в этом плане, я, так скажем, экспериментирую, пробую разные исполнения тоже, потому что, видите, надо продвигать, опять же, да, вот это вот искусство. Но как ты будешь продвигать? Если ты придешь и просто споешь какую-то арию на каком-то эстрадном концерте, тебя никто не поймет, и к тебе никто не придет. И надо вот это вот делать постепенно приучать людей. И, конечно же, у меня это было через эстрадное пение. Я все-таки начинала как эстрадная певица, а потом уже ушла в академическое. А сейчас, вот у меня недавно был такой забавный опыт, попросил меня выступить на своем юбилейном концерте Олег Сарыглар, наш знаменитый артист, да, народный артист Республики Тыва. И я не могла отказать. Я уважаю очень, очень люблю его творчество, его произведения. И песню он мне дал достаточно такую сложненькую. Я эту песню знала давно, в детстве, слышала. И встал вопрос. Перепевать песню, которую уже кто-то спел когда-то, смысла нет. То есть это никому не будет интересно, и все равно ты не перепоешь оригинал, да? Я такая думаю, спросила, а можно я сделаю оперную вставку? Потому что я не вижу смысла, говорю, перепевать в чистом виде. Говорит, давай, ладно. Такая, окей. И сделала там вокалист, вообще огромную ставку вокалиста, и это вообще как бы зашло. И мне стало интересно, и ему стало интересно. Слушай, говорит, здорово, вообще совсем другая песня получилась. И народу понравилось. И вот недавно тоже позвонил, говорит, слушай, давай повторим этот номер. Людям понравилось, просят. Я говорю, конечно. Это, как знаешь, похоже на аналогии с ремиксами, да, вот когда есть что-то, какой-то есть оригинал, его как-то по-другому немножко переделают, аранжировку там какую-то или еще что-то, и он настолько заходит, он настолько становится любим людьми, даже больше узнаваем, чем сам оригинал. Это я раньше была скептиком, я уже говорила, но я хочу меняться и хочу быть гибкой, потому что время такое. И как-то сидеть, говорить, ой, я оперная певица, я это не буду, мне это не нравится. Нет, я с удовольствием слушаю вообще разную музыку, слежу за какими-то ребятами. Там вот Денберел, я его вообще с детства, да, тоже смотрю, развивается. У меня, кстати, сын впервые вот сходил на концерт
добровольно, прям обычно он просто не ходит на тувинские концерты совсем. То есть он там ходит на мои концерты и на этом заканчивается. Ну, это все, наверное, из-за того, что он жил в Новосибирске, и мы часто там на оперу ходили, на симфонические концерты, это все отложилось, и дома у него там все время Моцарт, Бетховен, и классика. И изъявил желание сходить на концерт Энберелла, и такая, да, ну ладно, хорошо, конечно. Вот, купил билет, сходил, и ну, ему понравилось. И там еще какой-то парень пел, он сказал, ему тоже вот он очень понравился. Но я рада, потому что надо быть гибким, и надо себя воспитывать в разных условиях, в разных обстоятельствах, и быть разносторонним, да, чтобы... А то, ну, бывает люди, ой, да, это вот не очень, да, вот это вот не то. Нет, я тоже была такая раньше. Ой, нет, мне это не нравится, я это не буду слушать, ой, это... Но есть определенные артисты, которых я не могу слушать, вот честно скажу. Потому что, не потому что они плохо поют или потому что они там, что-то с ними не так. У меня голос реагирует. То есть артисты, на выступления которых мне приходится выходить из зала, вот честно. Потому что у меня наши связки, они работают даже тогда, когда мы не разговариваем. Да? То есть когда мы слушаем музыку, когда мы смотрим кино, в кино же говорят, то есть у нас связки тоже работают. Музыку слушаем, у нас связки тоже работают. Почему говорят, что надо всегда слушать, ну, стараться слушать хорошую музыку, да? Потому что это все влияет непосредственно, да? Даже когда ты не участвуешь. Да, и мышцы всегда работают. Почему говорят, чтобы дать отдых голосу, надо прям все отключить, в тишине находиться. В тишине и вот в тишине. Это значит не телевизор смотреть, там телефон, все уберечь, читать даже нельзя, потому что когда мы читаем, у нас голос вдвойне устает, и когда мы разговариваем, у нас голос вдвойне устает. Мне проще спеть, чем там долго-долго говорить, потому что когда мы говорим, голос больше устает. Вот, и поэтому, ну вот бывает так, поэтому, ну, есть артисты, и зачастую я просто стараюсь там вживую где-то. То есть ты понимаешь, что когда этот человек поет, у тебя здесь происходит что-то на понижение, ну, то, что тебе не нужно. У меня происходит какой-то вот кикс, не кикс, ну, как будто все перекрывает, и мне прям плохо. И не дай бог мне выходить после этого артиста, например. И я всегда стараюсь не выходить, ну, как бы не следить за артистами, которые выходят на сцену. То есть я стараюсь подойти к сцене за кулисы, когда уже вот мой выход. Вот, ну, я знаю, что у многих так. Это вот когда у тебя есть дискомфорт, да, ты какого-то там, ну, звуки же есть, которые ты не можешь переносить, там в голове что-то, голова разболелась, а вот у меня вот так вот на голос отражается, на связки. Связки начинают работать, биться, и они там с ума сходят, и от этого, конечно же, дискомфорт. Понятно. Ну, это очень интересно, кстати. Да, это вот... Надо будет после интервью мне эту информацию, потому что я слышу об этом впервые, если честно. Нет, это довольно-таки известные, вот все фониатры, все вот... Известные среди вас артистов. Ну да, да. А тут это очень классно, блин, я прям рада, что такой, ну, это классный факт, потому что действительно ты по-разному на все реагируешь. И я не знала, что когда мы просто читаем или слушаем кого-то, у нас тоже как бы все задействовано, все работает. Притом на экзаменах даже, на конкурсах, по неопытности люди могут слушать ребят, которые впереди поют, да, а потом выходят, начинают петь так же, и не могут потом перестроить свой голос, найти свой тембр, найти вообще... Бывает такое. Потому что кто-то тебе понравился, например, перед тобой, да, что-то ты там расчувствовался, и тебе хочется спеть так же, но ты же не он, например. Ну да. Да, это все вот как-то тут уже... Взаимосвязано. Но... Интересно. Окей, хорошо.
Мы подходим к завершению нашего интервью, безумно интересного. Да, я бы сделала его еще длиннее, но, к сожалению, у нас есть хронометраж. И в финале хочу спросить тебя, может быть, тебе покажется это философскими вопросами, но тем не менее, у нас все интервью получилось так или иначе философским, да, но подумать. Скажи, есть ли какие-то моменты в твоей жизни, о которых ты сожалеешь? Будь у тебя там, я не знаю, возможность вернуться в тот момент и все исправить, ты бы вернулась и исправила? Этим вопросом я уже задавалась, и, знаете, мне учитель ЗОПа, есть такой учитель, к которому я иногда хожу, там, очиститься, молиться, он тибет, вот, и, конечно же, я искала ответ на вопрос, почему у одного есть, у другого нет, например, да, почему два совершенно одинаковых человека в плане таланта, в плане каких-то способностей, да, но один ничего не делает, и у него все идет прям гладко, а у второго бедного все время что-то там не получается, хотя у них, ну, по сути, все одинаково. И он объясняет это тем, что у каждого человека, да, это карма. И я в последнее время я стала замечать, что я уже не переживаю из-за каких-то неудач, из-за того, что кто-то на меня там наехал, кто-то что-то сказал. Я уже для себя думаю, ну, значит, в прошлой жизни я кому-то так сделала, и этот человек, который на меня, да, там накричал, наорал, может быть, он меня очищает в данном случае. То есть уже вот так легко живется. Правда. С таким подходом. Раньше, Господи, он мне так сказал, почему он сказал, ой, Господи, я страдала, я там что-то там переживала, а сейчас уже нет такого. Вот я успокоилась, и сейчас вот в последнее время я вообще, слава Богу, живу в гармонии с собой. Это очень важно, потому что мы и так все время находимся в стрессе. Нам приходится работать в коллективе. Коллектив артистов — это зачастую, ну, просто очень сложные люди, все с характером. И с характером поэтому и стали артистами, там, солистами, да, и так далее. И каждый раз под кого-то подстраиваться, что-то там, это сложно, да. Сейчас я просто думаю, ну, это его карма, это моя карма, это плохой человек, это вот так вот, просто надо пропустить и так далее. Вот, это помогает. На сегодняшний день у меня вот такая вот позиция. Философия, да? Философия. Я вообще люблю философию, кстати. Я очень люблю даже сдавать экзамен по философии. Прям долго-долго сижу. А ты гордишься собой? Да, я собой горжусь. Я сегодня это я могу сказать, причем уверенно. И надо сказать, что все-таки, ну, я не знаю, как другие люди это оценивают, но я думаю, что я внесла значимый такой весомый вклад в вокальное искусство в нашей республике, потому что у меня очень много друзей из разных стран, которые знают о Туве через меня. То есть это вот заграничные поездки, да, и через нашу музыку меня просят ноты, там токи, композитора Чугана Камбусамдан. И я очень много произведений спела за границей, тувинских. Это, я этим тоже очень горжусь, потому что, ну, спеть за пределами республики тувинскую музыку, и это все всегда принимается вот прям потрясающе и очень эмоционально. Вот в Петербурге на концерте половина зала были профессоры из консерватории питерской, там были преподаватели, и они настолько были тронуты, что у некоторых даже были слезы, хотя они не понимают, о чем поют, да, там, ну, конечно, там раздумье, там про маму песни и так далее, но вот такая у нас культура, вот такая у нас композиторская школа, и такая у нас вот богатый материал, да, который надо продвигать, и я действительно собой горжусь. Супер, финальный вопрос. Что такое любовь? Что такое любовь? Любовь — это, скорее всего, доверие для меня.
мне надо доверять человеку полностью, от и до. Конечно же, она зачастую бывает и невзаимной, и любовь не может появиться сегодня, любовь не может, как сказать, вспыхнуть, да, это все-таки какие-то страсти, это влюбленности, к нему надо, конечно же, наверное, многие знают, у меня были предыдущие отношения тоже, но сейчас я к этому вопросу подошла, так скажем, с умом. Я анализировала, я долго присматривалась, причем прям долго. И самое первое, это когда я почувствовала вот прям абсолютное доверие. Это очень трудно с моим характером, с моим детством. Я такой ребенок, который рос почти что без родителей, да, хотя у меня родители есть. Завоевать мое доверие, ну, это очень трудно. Я вообще закрытый человек в этом плане. И когда я поняла, что я доверяю этому человеку, что мне не страшно, я всем делюсь, рассказываю все, и это забота. Это забота не потому, что о тебе заботятся, а забота потому, что ты просто, тебе хочется. И не потому, что ты взамен чего-то хочешь. Нет, просто потому, что так хочется. Просто потому, что тебе хочется обрадовать, порадовать. Это еще когда ты можешь говорить человеку правду, вот в лицо. Потому что что? Ты хочешь, чтобы человек развивался, ты хочешь, чтобы человек... Ну кто тебе скажет правду, если не самый твой близкий человек, да? Ну вот у тебя вот тут вот так вот немножко надо, вот мне кажется, вот так сделать, например. Конечно же, для этого всего надо подобрать какие-то слова, но в моем случае, в нашем случае мы как-то друг друга очень хорошо понимаем. И этими отношениями я очень дорожу и берегу. И все-таки это, наверное, умение слушать, умение доверять, умение принимать. Вот. Потому что все это миллион алых роз, айфоны, не айфоны, это все, ну, не то, правда. Намного ценится то, когда человек каждое утро там встает, готовит. Если не понравилось, переделает даже, но ты же все равно съешь, ну все равно. И вот эта вот забота, оделась потеплее, там как у тебя там это все забота. Мне кажется, вот большей части это уже забота, но это уже ответы человека, который пережил несколько отношений. То есть это уже такая, наверное, какая-то любовь. Ну такая, не легкая, не взбалмошная, осознанная, да, уже такой вот. Ну я так чувствую, что вот фундаментальная вот это вот. Потому что, ну, очень важно доверять. Я вот про свои отношения скажу, что я никогда не, я даже не знаю пин-кода, я не знаю там всяких логинов, паролей, я никогда не лезу в телефон, никуда. Я просто, для меня просто дикость, когда люди там куда-то лезут, а потом страдают в интернете, куча всяких записей, ой, там я прочитала что-то там, а зачем? Ты не доверяешь этому человеку, ну, значит, у вас нет любви. То есть для меня это абсолютно нормально, не лезть, не читать, куда-то не совать. Человек захочет, сам расскажет, да и что он может там что-то скрывать. Ну я не знаю, это может быть там в розовых очках, но я так не думаю, потому что это надо еще чувствовать внутри. Не всегда можно объяснить там, ну бывает, а за что ты меня любишь, например? Странный вопрос. Ну для меня это немного странно звучит, потому что за что можно любить? Если ты за что-то любишь, то когда это закончится, ты разлюбишь, получается. А деньги всегда кончаются, что-то там, красота всегда увядает, да, вот, авторитет всегда куда-то там, может, подевается и так далее. Любовь — это доверие и забота. Да. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Было супер, очень интересно.